В завершении выпуска фигуристы Айхала и Удачного представили на суд зрителей ледовое шоу. Впервые участники секции фигурного катания Приполярья объединились для показательных выступлений. О необычном празднике расскажет Анна Захарова. В Айхале занятия с детьми по фигурному катанию на протяжении нескольких лет проводит Николай Трубачев. Наконец, впервые в этом году состоялись показательные выступления его воспитанников, которые были организованы совместно с фигуристами из города Удачный. Идея была наша, общая с Александрой Игоревной, она из Удачного. Собрались и вот такое поставили шоу. Сначала мы поставили шоу в Удачном, потом поставили здесь. Если в Айхале ледовое шоу прошло впервые, то в Удачном такое мероприятие проводится ежегодно. У меня огромный набор детей. Хотелось бы, чтобы детки, конечно, и дальше росли и развивались, чтобы были результаты какие-то. Очень бы хотелось. Ну и, конечно, мое пожелание к собственным детям, чтобы спортсмены превзошли тренера. В Айхале ребята занимаются на хоккейном корте здоровья, однако из-за низкой температуры в помещении часть занятий проводились на ледовом корте «Снежинка». Чтобы подготовиться к выступлениям, айхальские фигуристы вместе со своим тренером каждую субботу ездили тренироваться в город Удачный. Мне нравится этот вид спорта, потому что ты все можешь, о чем ты думаешь, выложить на льду. Мне нравится просто ходить, заниматься, и мне нравится ездить по разным городам и выступать. Мне нравится оно, что здесь хороший тренер, он никогда не кричит, он не жалуется, что он объясняет все хорошо. В городе Удачный секцию фигурного катания посещают не только дети, но и взрослые. Они также приняли участие в показательном выступлении. Тренируемся с девочками, со старшими. И многие из нас, почти все, с самого начала открытия нашего ледового корта «Снежинка». Уже 4 года тренируемся, вот все наши успехи. Остается надеяться, что фигурное катание будет развиваться на северных площадках, ведь этот красивый и изящный вид спорта создан, чтобы восхищать и радовать людей. Анна Захарова, Денис Хазов, телерадиокомпания «Алмазный край».